честь Второй мировой войны в историческом парке «Россия. Моя история» состоялось открытие масштабной мультимедийной выставки «Дальневосточный финал. От войны к миру». Война Советского Союза с Японией длилась всего 24 дня, но за это время советские войска освободили огромные территории. Цена победного финала Второй мировой – более 12 тысяч жизней советских воинов. В войне с милитаристской Японией участвовало 3685 воинов из Якутии. Особым гостем церемонии открытия стал непосредственный участник тех событий – ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Якутии Кирилл Егорович Павлов. Задача этой выставки – донести информацию о вкладе нашего народа в победу во Второй мировой войне, наших вооруженных сил. То, какими усилиями далась эта победа. Это война, советско-японская война, да, о ней не так много известно, но эти события связаны с большими жертвами для нашей страны, с большими усилиями нашей страны, с переброской огромного количества наших вооруженных сил с западного на восточные рубежи, вот, с освобождением огромной территории Китая, Кореи, с освобождением от японских оккупантов наших исконных земель. Это Южный Сахалин, это гряда Курильских островов. Это славный подвиг нашего воинства. И поэтому мы считаем, что то, что эта выставка здесь представлена, это очень важно для нашего подрастающего поколения, для всех нас, чтобы больше узнать об этих событиях, чтобы эти страницы не были забыты, потому что каждый вот этот кирпичик, он очень важен для того, чтобы мы и ценили то, что нам передали наши предшественники, для того, чтобы мы верили в свою страну, чтобы мы делали все, сплоченно вместе ради будущего нашей страны. Проект реализован при поддержке Министерства просвещения России в рамках национального проекта «Молодежь и дети», правительства Сахалинской области и сотрудниками музейно-мемориального комплекса «Победа города Южно-Сахалинска». Сегодня мы посетили открытие выставки, интерактивная выставка, интересная, показано много архивных документов, фотографий. Тема эта мало освещена, но мне, как, допустим, любителю, реконструктору истории, очень интересно, чтобы эти знания передавались нашей молодежи, потому что историки знают, а вот сегодня пришел с курсантами, много интересного даже услышали в первый раз, даже я какие-то подробности узнал. Но считаю, что необходимость этой выставки большая, просвещать, рассказывать, и думаю, интерес к ней будет очень высокий. Приглашаем посетить выставку в историческом парке «Россия. Моя история» в городе Якутске до 25 октября. Сегодня исторический парк «Россия. Моя история» посетили участники Дальневосточного исторического форума «Победный Дальний» к 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Хрулева Ирина Юрьевна и Соклаков Александр Юрьевич посетили две наши экспозиции «Дальневосточный финал. От войны к миру» и «Без срока давности». Представленная экспозиция дает нам очень широкую панораму событий, которые происходили во время Великой Отечественной войны, особенно ее заключительного этапа советско-японской войны, маньчжурской операции, высадки десанта на Курильских островах, на Сахалине. Мы должны понимать, что весь советский народ сражался за свободу нашего государства. И это не только непосредственно даже боевые действия, очень серьезные и сложные моменты были связаны с транспортировкой войск, грузов. Логистически очень сложная была дальневосточная операция. Это как раз показано здесь, что разными видами транспорта доставляли бойцов Красной Армии на Дальневосточный театр военных действий. И во многом за это отвечал начальник тыла Красной Армии Андрей Васильевич Хрулев, который мой дедушка, да, я много читала в мемуарах об этих событиях, ведь за 2 месяца
мы смогли перебросить с Европейского театра военных действий на Дальний Восток. Расстояние, на секундочку, больше 10 тысяч километров. Да? То есть с точки зрения логистики это абсолютно беспрецедентно, то, что было сделано. И мы, конечно, не должны забывать о том, что эта победа далась нам напряжением усилий всего нашего общества, всех людей. Поэтому мы не должны забывать о том, что эта победа очень выстраданная, очень долгожданная. Радость, счастье было необыкновенное, когда эта победа была достигнута. Наконец-то наш народ смог зажить мирной жизнью. И как раз в вашей экспозиции очень хорошо показан тоже этот переход к тому, вот к счастью, радости мирной жизни. Большое спасибо за проведенную экскурсию, возможность ознакомиться с выставкой. Она очень интересная, информативная и, самое главное, злободневная. Надеюсь, что будет большое количество посетителей, они не останутся равнодушны. Эта тематика перекликается, естественно, с сегодняшним днем. Вот эти вот замечательные стенды, также информативные. Вот я думаю, они будут очень полезны. Ну и, конечно, нам нужно объединять свои усилия для работы с молодежью, для ее воспитания, и выращивания достойных патриотов нашего Отечества. Приглашаем и вас посетить наш исторический парк «Россия. Моя история». Сегодня на площадке исторического парка «Россия. Моя история» проходит первый региональный слет хранителей истории, который действует в рамках всероссийского проекта «Хранители истории». На слете у нас будут проходить площадки мастер-классов, представленные школами республики. Будут проводиться выставки нашими партнерами, Национальным архивом, Бессмертный полк, ДОСААФ. «Россия. Моя история» также проводит свою выставку. Также для руководителей команд проводится семинар по сохранению объектов культурного наследия. И для детей будет проводиться конкурсная программа, по результатам которой должна выявиться команда, которая будет представлять республику на третьем всероссийском слете хранителей истории в республике Башкортостан. Проект ориентирован на детей и студентов в возрасте от 6 до 25 лет. Здесь надо сказать, что у нас в республике он действует уже на протяжении 3 лет, и более 1500 активных участников хранителей истории по всей республике зарегистрировано на сайте будьдвижение.рф. Они проводят субботники на территориях памятников, памятных мест. Их задача – это сохранение исторической памяти, ее распространение, ее изучение. И на протяжении 3 лет в достаточно успешной форме руками детей этот проект реализуется на территории республики. Мы все хранители памяти. И благодаря движению первых я оказался на этой замечательной выставке, где я смог потрогать сам и посмотреть, как оружие Великой Отечественной войны. И я хочу сказать, что это замечательная выставка. Движение первых предоставили отличную возможность. Мы в движении! К столетию золотодобычи в Якутии компания «Полюс» совместно с Политехническим музеем города Москвы представляют выставка «Золото рядом». Очень важно, что компания «Полюс» откликнулась о том, чтобы воплотить эту историю именно в Якутии.
как каждый себя может найти, например, в этой профессии. С удивлением узнает, что золото есть у каждого из нас, кто даже держит сейчас в руках планшет, телефон. Многие микросхемы сегодня содержат этот драгоценный металл. Что такое 1 тонна золота? А на самом деле вот этот куб со стороной всего лишь 37 сантиметров – это целая тонна золота. Сегодня золото – это не только украшение, но и важнейший элемент высоких технологий. Узнайте, как добывается золото и как оно влияет на нашу жизнь. Исторический мультимедийный центр «Россия. Моя история. Якутск». История в каждом слитке. Исторический парк «Россия. Моя история» представляет мультимедийную экспозицию «Романовы». «300 лет правления Романовых. Воцарение новой династии. Смута. Церковный раскол, бунты 17 века, развитие культуры и образования, вхождение Якутии в состав России, здесь вы узнаете, почему именем Петра была названа целая эпоха. Эпоха наполеоновских войн. Отечественная война 1812 года. Информация у нас представлена в увлекательной и интерактивной форме. В данной экспозиции также присутствует региональный контент, посвященный истории Якутии. Это и многое другое вы можете узнать, посетив нашу экспозицию. Ждем вас в историческом парке. В историческом парке «Россия. Моя история» вы не только можете посетить мультимедийные выставки и различные мероприятия, но и приобрести на свой вкус книжную и сувенирную продукцию в музейном магазине. Здесь вы найдете многообразие товаров, включая новинки об истории Якутии. Ждем вас в историческом парке «Россия. Моя история» по адресу Уткина, 5.